دای ماجی سارددر. آخم رشتگ ویه اما آقا دکن گیدر باشر تباجاین کنه. اشترخشش گونزی نادر خشش جردین. اشوی یودن یخوش درنگ آرن تاگایک. نرافدش تقایتارتا. گوشات واليري اما لاجارت لونيا آخما مونچن رشتگل نماینس ششاویتون شابیدوک. Детство было обычное, счастливое советское детство. Это был Советский Союз. До школы у меня был такой хороший, звонкий голос. У меня родители, кстати говоря, не музыканты абсолютно. Но, как говорят, я, к сожалению, своего деда не знал. У деда был хороший слух, у моего отца, отец по папиной линии, мой дед. Был хороший слух, хороший голос был. Вот, видать, я в деда и пошел голосом и слухом. Моя дедушка дархор жарби, нарт кавкази, налог кунди, а моего алхат, чинзахша моего фазар той, мою хазар даришты кушта уди, мою рбадышты, мою жахтой, махи налог не макандыштам чинзахша моя башты артала джубакан ремон вакут такта. Шаразышты хазар, яхам. Шаветон садиша. Ахшаем, авдаем аштышвала ташахи ирхавштой, алхужон корта ама хаятты. Ахорганжиты дашнаят, баржон тарганан институт комишнер такка, уам ивгудануша, авдаем аштыуд ногзауты хазар, бирашвала тасыдышты урдам, ана живагай. Гацилку утародыждар басатан дом пионеров маза Наталья Валентиновна Маргишвили, моем как по-моему автоуди. 72-й аже, моем райдет там, чи жарен, чи кажен. Валерий амалионя тынгахшиш гона ярқуды коттой, шемач ярхайт тауат вусыдашны педагогтынамта, Валдайдар Александр Кумовы. Увуя ал варшир бамбарт котта курди ачын шывалатты, ама шарыш та вокалон инструменталон корт. Александр яхадак дарбира инструментал сахта. Ал инструмент дарахр кот Александр Михайлович Кума. Редкая такая профессия есть эстрадный баянист. Вы знаете? Я никогда не забуду, когда я слышал от него эстрадные произведения на баяне. То есть фокстроты, танго. Он с таким вкусом и с таким профессионализмом играл. Ну, это вообще завораживало. И меня папа привел в Дом пионеров, вот улица Кирова и Ленина, и отдал меня в хор. И Александр Михайлович из всего хора, ну, мальчиков было вообще в хоре немного, как обычно девочек много бывает. Ну вот он из всего хора заметил меня, потому что Наталья Валентиновна мне дала несколько песен спеть, я не помню, 2 или 3, я уже не помню даже какие, с хором. Потому что голос был звонкий. И вот Александр Михайлович меня, значит, увидел и сначала, ну-ка давай-ка вот к нам, давай-ка. Ну, я когда пришел уже, Валера был. Меня тоже оттуда. Оттуда Александр Михайлович его тоже, как говорится, к себе взял. Таймураз Какаев написал. Вот который руководитель. Ну, сейчас они маленькие джигиты, а вообще-то они были просто... Ой, он фаштауса жара. Вот он, да. Вот мы вдвоем пели на фоне Дворца пионеров. Александр Михайлович нам всегда говорит, вот вы вышли на сцену, вот все, вы поете для зрителей. Улыбайтесь, говорит, все, забудьте про все, что у вас там, что-то, какие-то неприятности были, может быть, дома, может, в школе, там, неважно. Все, вы поете для зрителей, чтобы было на вас приятно смотреть. И друг с другом как-то общайтесь, что у вас есть какой-то диалог и так далее.
Как ни странно, вот уже прошло 51 год, если не больше. Про нас, как говорится, помнят наши зрители, те люди, которые нас тогда любили. Вот когда вы показываете по вашему телевидению вот этот фильм «Маленький Джигит», очень много звонков сразу со всей нашей Осетии, понимаете, и родственники, и не родственники. Ой, скорее включай, вас там с Валерой показывают, ой, скорее, ай, какие вы молодцы. Это вот очень как-то вот приятно трогает за сердце, и хорошо, что помнят. Большое спасибо Александру Михайловичу, конечно, то, что он разглядел в нас вот какую-то крупицу хорошего. Кстати говоря, он не каждого ребенка брал в ансамбль, потому что многие приходили прослушиваться и так далее, но он не каждого ребенка брал в ансамбль. Вот благодаря этому у нас, по-моему, было прекрасное пионерское детство. Сейчас это многим мало о чем-то говорит, только вот старшему поколению. Это нашего возраста, чуть постарше, чуть помладше. Это говорит о чем-то, что такое счастливое пионерское детство. Сыбырраштак макордан якой дарты лайкышт. Аргон артисты хонын райды той концерттам, ама фестивальтам Кантна республикайна фала анаканора шейдер. Салдар хатты удышты Централон телеон надымашкуе. Мин фарашыда авдайды кагамажыта асыдышты Болгарима. Салдар ажфаштасын уди гастрольта Чехословакии. Да, он преподавал, кто играл у нас на гитарах, допустим, на бас-гитаре это Саша Попов, на ритм-гитаре Ашот Хачатурян, на соло-гитаре Володя Хачатурян, два брата. Он, значит, им показывал, как на басу играть, допустим, Саше, а ребятам, гитаристам показывал, какие аккорды должны быть, как соло играется на гитаре. Меня он научил играть на трубе, потому что он, оказывается, еще и на трубе играл. Он в свое время, будучи маленьким мальчиком, он был воспитанником военного духового оркестра. И он там играл на трубе. И вот он меня вот научил. Своего сына, Мишу Кумова, на барабанах, его уже учил другой человек. Это был такой Юрий Попович, солист симфонического нашего оркестра ударных инструментов. Он его учил на ударной установке играть. А Зарему Цагараеву, это наша вот органистка прекрасная, она сейчас преподает на эстрадном отделении нашего училища искусств. Она пошла также по профессии музыкант, прекрасная пианистка. Она играет прекрасную классику, и джаз. Она закончила Саратовскую консерваторию, так что умничка. Она тогда училась в музыкальной школе. И вот Александр Михайлович ее как-то, где-то он увидел ее, что она не только классику играет, но еще тоже ей нравится эстрада. Вот так вот у нас появилась такая клавишница. А нашу солистку, Нану Арунянц, она была вообще маленькая такая, ей годиков 5 было, наверное. Мне было 7. Я уже взрослый был по сравнению с ней. У нее был такой нежный голос, заворожительный. Милашка такая была на лицо. Лето пришло, все расцвело, распевают поля и луга. До ми соль, до ми фа, до ми соль, до ми фа, до ми соль, до ми фа, до ми ля. Централон телеон надык орда архайджити маюхат фыштой равдышт будильник. Корда архаяк. Нана Арунянс қуама акот тайт мадыт хайжарак. Режиссера Кодымагашка. Нана ю жарга жарым басы ди равдышта амонак Анна Шиловама. Автожарда бынай жары дигыцылчыш.
А мою Адам шакушт баурат той. Равдыш там он агил хакорцыш кутта. Раза 3 грим меняли, понимаете. Она песню пела про маму. Мама, милая мама, как тебе? Она какая-то слышит, ты такая милая девочка, вот это вот поет, понимаешь? Она отворачивается, у нее слезы начинают, ну, была запись, конечно, понятно, это не эфир был. У нее слезы, стоп, ну что вы, мамушка, ну зачем вы так расстраивать? Опять ее гримировать. И там раза три ее вот так вот гримировали, она не могла без слез смотреть на нашу солистку. Интересно было. Она закончила Ереванскую консерваторию, и она сейчас живет, насколько я знаю, в Калининграде, и преподает, там музыкальная студия, детский ансамбль у нее есть. У нас как-то вот, как такового ощущения возраста не было. То есть мы себя чувствовали друзьями, коллегами, это как называется, но одним ансамблем, одним целым. Одно целое, да. Так что у нас как такового... Ну, естественно, мы наших старших ребят уважали, слушались. Мы были немножко пошустрее, те уже так посолиднее были немножко. Александр Михайлович, он, как говорится, мудро вел репертуарную политику, будем говорить так. То есть в нашем репертуаре были не только русские песни. Естественно, у нас были и остинские песни. Собственно говоря, название «Маленький джигит» почему появилось? Потому что Христофор Плиев подарил нам вот эту песню «Маленький джигит». А вообще-то мы не назывались «Маленький джигит». Мы были детский вокально-инструментальный ансамбль Республиканского дома пионеров. И вот к нам не только Христофор Плиев приносил песни, и Дзитоев нам приносил песни. Кокаев. И Кокаев самый нам приносил песни. И, естественно, вот Христофор Плиев. И вот когда мы эту песню начали исполнять, и Александр Михайлович говорит, ну как это так, у нас нету своего названия. А давайте, вот как он всегда советовался с нами, то есть с детьми, а давайте вот назовемся «Маленький джигит». Это вот на фоне Дворца пионеров. У нас уже тогда появились афиши, но это после того, как мы уже стали как «Маленький джигит», вот это была наша первая самая афиша. Вот на каком-то правительственном концерте, нас пригласили на правительственный концерт, были приглашены высокие гости из Москвы и увидели, что детский вокально-инструментальный ансамбль, и надо показать его. Мы выступали тогда в концертном зале Чайковского. Мы выступали. Прямо с инструментами. Я же вам говорю, тогда никаких фанер не было. Мы везли с собой свою аппаратуру. Там же быстренько ее выставляли. Наш ГАЙОС Титрашвили, это он, второй наш руководитель, который занимался аппаратурой, микрофонами, в общем, чтобы как мы звучим в зал. Быстренько все выносилось как-то там, быстренько все подключалось и пели вживую. Концертный зал Чайковского. И вот, когда мы уже прозвучали на весь Советский Союз, вот мы приехали с Москвы, за нами приехала аппаратура. А до этого у нас были такие, знаете, как типа самодельные гитары. Какой-то невзрачный орган Йоника была у нас, такая юность называлась, зелено-ядовитого цвета, как сейчас помню. Мне прислали немецкую трубу Бах, такая блестящая. Я был счастлив. «Маленький джигит» стала нашей визитной карточкой. Нашей визитной карточкой. Каждый концерт, насколько я помню, мы открывали этой песней. Нас пригласили тогда на «Голубой огонек», была такая передача. Первомайский.
Да, Первомайский, Голубой огонек. Вот мы ездили в Москву. В редакцию «Пионерской правды». Да, в редакцию «Пионерской правды» нас пригласили. Там мы давали концерт. Детская передача была «Будильник», нас на «Будильник» пригласили. Вот там мы тоже снимались, интересно. Там нас уже записывали на грамзаписи «Мелодия». Мы первый раз попали в эту студию, то есть «Святая святых». То есть такая огромная звукозаписывающее помещение, акустика идеальная. Я помню, нас там так долго мучили. Столько дублей мы делали. Не дай бог чуть-чуть какая-нибудь фальшь. Все, стоп. В общем, пока мы песни 3 записали, нас выжили как лимон. Писались и на нашем радио. Зоя Газаева, у нее трудно было писаться, но она прекрасный музыкант, я же говорю, и шикарный слухач. Мы же писали сразу полностью ансамбль, то есть не было такого, что записать, допустим, сначала аккомпанемент, потом голос наложить. Такого не было. Сразу писались, как оно есть на концерте, и все. Я помню, был такой момент еще, когда уже что-то записали, уже прошло какое-то время, тут Александр Михайлович нам говорит, так, надо будет опять вот записать пару песен с Зоей Газаевой, и все. То есть знали, что это так простой кровью, это не закончится. Вот так оно и было. Вот этот фильм «Маленький джигит», который вот снимался нашими кинооператорами, Гаспаряном, Рафаэлем. Тогда было интересно сниматься. Снимали во Дворце пионеров. Нас гримировали, представляешь? Мы-то не знали, что такое грим. Нас раз в гримерку, так, а ну-ка сидите, а мы вертимся, ничего не поймем, маленькие. Так, все, тихо, и давай нас гримировать. Вот эта песня «Маленький джигит», где мы вот с Валерой вдвоем, помнишь, и вот так сцена крутится. Да. Нас вот так вот крутили на каком-то помосте крутили. И смотрите, говорит, не смотрите, говорит, по прожекторам, только в камеру, только друг с другом работайте. Вот нас тогда учили, как говорится, работать на камеру. После Москвы мы поехали уже в Артек. Концерт давали. Да. И такой проливной. Значит, мы жили в дружине Кипарисная. Ну, там несколько дружин в пионерском лагере Артек. А рядом с нами дружина морская. А там, в этой дружине, значит, был ансамбль Мзиури. 11-й отряд. 11-й отряд. Слушай, я не помню. И каждую субботу и воскресенье мы, естественно, давали концерт, приехали с аппаратурой тоже, и для своей дружины давали концерт. Тут, значит, у руководства пионерского лагеря «Артек» возникла такая идея. Вот смотрите, говорит, маленький джигит живет, ансамбль вокально-инструментальный, а тогда уже на весь Советский Союз вот 2 ансамбля. Живет в Кипарисной, а, значит, Мзиури живет в Морской, они же рядом. Ну, давайте один концерт пускай Мзиури даст в Кипарисной, а маленький джигит, значит, там. Ну, давайте, на то мы порешили. Ну, значит, вечером уже концерт. Сцена была такая, типа нашей ракушки, вот как у нас в парке. После 2-й или после 3-й вещи, которые мы начали петь, значит, мы даем для морской дружины, для их пионеров, а Мзиури, значит, там. Начался дождь проливной. В общем, мы что делать? И продолжаем, концерт продолжается. Мы только вот колонки, которые голосовые, мы отодвинули поближе туда, вот, чтобы не намокли, и продолжаем играть. Ни один зритель не ушел из зала, из-под открытого неба. Мзиури, только дождь начался, они свернули, все, до свидания. Тут наши ребята из нашей дружины Кипарисной, вот вся наша дружина, смотрим, бежит к нам, потому что мы не заканчиваем играть. И, в общем, концерт был рассчитан где-то на час. На час. Мы играли где-то часа 2. То есть мы сыграли где-то 2 разных программы. И представляете, никто из пионеров, наши еще прибежали. Там вот так и аплодисменты были, и, конечно, это... И медали нам всем дали. Медали, да, нам дали, это уже как участникам 6-го всесоюзного пионерского слета в Артеке. Вы знаете, кстати, Валера,
Вот помнишь, нам угольки давали на память из костра? Да. У меня дома до сих пор уголек из костра остался. А сколько стран там приехало? Да, 152 152 страны. да. Дети были с разных С штатов. Испании были. Мы с Да. испанцами подружились. Да. Хорошие такие ребята, и девочки, и мальчики. Пусть за тобою гонит снова 100 ветров земли. В сердце тревоги, звонки подковы, как снега белы. Зная точно, счастье большое ждет тебя вдали. Эй, эй, ой, летит. Эй, эй, говорит. Скоро ты вырастешь, маленький жигит. Скоро ты вырастешь, маленький жигит. Подумай, конечно, Леня во время концерта голос как сорвал, да, вот так. Некрасиво как-то было. Ну, мабон суди. Налману дижарам уже доктор тадармажах, той фанташажем усади. Ама уже мутация урушага автохин. Ма клама мавал жардайн фала. Нер концерта удима анаумай. На удима там не урах таниска на жарга кама яфтамай. Ма вот так сорвал голос. Матай нахат репетиции там сытан куцытан автомамню поржуади жарн. Мата очередной концерт, ма там много я второго дима. Ёмай фашта манал жартан. Ма фазраса дима маботтар Александр Михайлович оттар ма ядма садышты фашаран там Чехословакию, на. Мама райшта сон дам да дарне, марагнер скучно на нем. Мама бубинра там дам да йол шахур канзам дам йол каждый Ты заслужил, да. Уйражма басеттан училище искусств, ма удона нажартан, ма шажардама фасади, мам жах той, манадам, когда переходный возраст пройдет, вот там нам рбасал за нама, на албас. Индарма фандади басал училище искусств, там хоровое, по-моему, да, было вот. Вокальная была. Вокальное, да. Вокальная. Махуама урдам баса дайн. Махалаш Куба жадает, вот на мангайма райштай кой урдамма. Сельхозинститут ма басаттан фадан зооинженерный факультет автоехот тоем. Ождан, фалман жарда ама адаман варжонадаймак. Валерик кан яуды хорж миниуджитай фахайжинышты ярашухт каштартадар. Арачы я кабул конкурс ма басатта котта армак шабинон тахиштары тахай. Ама басах штафатсак бнат. Я Гусов Илья, ученик школы номер 40 во Владикавказе. Представляю свой исследовательский проект «Наш немаленький джигит». Если вы родились в Советском Союзе, то почти наверняка вы тоже знаете моего дедушку. И хоть во взрослой жизни дедушка выбрал работу, не связанную с музыкой, в подростковом возрасте сорвал связки, но иногда на семейных мероприятиях он радует всех нас своим выступлением. Выражаясь музыкальным языком, мелодия нашей семьи так гармонична, потому что у нее такой солист, наш немаленький джигит. Адай мак жардая суаржа, сухорзинат матырна, раджуа ави араджа, антышсинат бавцын якуха. Лазарты Лёня, якурдятай, яхи бажонын котта адаман код музыкант. Яхисан хоржномыш котта ирыштона. Ныртака куши шуанты кимын омыл паца хадон националон эстрадон оркестра, сагат ирыштона адамон артист. Тогда в Ростове был музыкально-педагогический институт, сейчас это Ростовская консерватория имени Рахманинова. Тогда был музыкально-педагогический институт. И я закончил там эстрадно-джазовое отделение по классу трубы. Потом уже, когда приехал сюда, еще Государственного эстрадного оркестра имени Кимасуанова не было. Я поработал в симфоническом оркестре и поработал в оркестре музыкального театра. А вот когда появился, благодаря Киму Семеновичу Суанову, появился этот оркестр, и несмотря на все тяжелое положение в республике, и финансовое, и всякое, все-таки наше правительство
пошло вот на такой прекрасный шаг, создало Государственный эстрадный оркестр. И вот когда он создался, я уже ушел из симфонического и из музыкального театра, потому что, ну, эстрада – это моя душа, и, хотя я симфонию тоже люблю, уважаю, но тогда я уже остался только вот в эстрадном оркестре, и до сих пор там, до сих пор работаю также. Это наша душа, джазовая музыка, эстрадная музыка, национальная эстрадная музыка, потому что у нас в нашем оркестре имени Кима Суанова под руководством Николая Александровича Кобоева у нас несколько программ разноплановых. Есть программа отдельно «Остинская эстрадная музыка». Есть отдельно несколько блоков джазовой музыки, посвященных разным стилям джаза, разным временам этой музыки. Есть отдельно несколько программ у нас специально для детей, где мы играем мультики, там «Оранжевое небо», «Оранжевое», ну вот такие вот мультики все, песни такие запоминающиеся из мультфильмов. И есть отдельно познавательная программа для детей, развивающаяся такая. То есть становление вообще эстрадной музыки в нашей республике и так далее. Знакомство с инструментами, естественно. И вот когда уже приезжаем во второй или в третий раз в какую-нибудь из школ нашей республики, детки уже, во-первых, нас ждут, что самое интересное. То есть у нас подрастает своя публика. Они с удовольствием слушают наши концерты, что это немало радует, потому что сейчас такой поток, извините меня, музыкально-негативной информации, что так не должно быть. Все-таки хорошего должно быть больше. Что радует, понимаете, я так люблю ходить в филармонию на симфонические концерты. Вот недавно приезжал хороший трубач, играл с симфоническим оркестром. Но дело не в том, что трубач. Меня больше всего порадовало, что в концертном зале нашей филармонии, то есть филиал Мариинского театра, там ремонт, естественно, хороший сделали, акустика шикарная. Мне больше всего порадовало то, что в зале много молодежи. То есть юноши, девушки, где-то вот от 10 лет там, до 20, вот такие вот студенты, школьники, приходят и с удовольствием слушают симфоническую музыку. Это не может не радовать, и, как говорится, уже полегче смотреть с надеждой в будущее, будем говорить так. И то, что касается вот этого зрителей юного и такого поколения, они с удовольствием приходят и на наши джазовые концерты. Вот, допустим, когда к нам приезжают какие-то, Николай Александрович приглашает, допустим, хороших исполнителей, вокалистов там, или инструменталистов из-за рубежа, с Америки, там, с Франции, ну, неважно. Всегда бывает очень много тоже молодежи на наших концертах. Причем молодежь такая, которая не просто так пришла послушать, она разбирается в хорошей и качественной музыке. То есть, понимаете, тоже такие люди со своими претензиями на хорошее качество исполнения. То есть, абы чем уже нашу молодежь не удивишь. Это здорово. Мой сын, вы же понимаете, он рос в музыкальной среде, потому что у меня супруга, она сама тоже музыкант, мы вместе с ней учились в Ростове. Она у меня училась на народном отделении, баянистка, хорошая баянистка. Не потому что моя супруга, а хорошая. Вот. И, естественно, сын и дочка все время росли в музыкальной среде. То есть всегда была дома хорошая музыка, и джазовая, и классическая. Потом, когда сын уже начал подрастать, папа, и увидел по телевизору, папа, а ты что, еще и, мол,
В ансамбле? Я говорю, ну да, вообще да. Он пошел по моим стопам, закончил эстрадно-джазовое отделение по классу трубы, поступил уже в Ростовскую консерваторию по классу трубы. Он сейчас у меня работает в Санкт-Петербурге в одной из хороших таких компаний по IT-технологиям, на хорошем счету. В общем, пошел в IT-технологии. Он говорит, папа, не волнуйся, если у меня не будет получаться, уж в музыку я всегда вернусь. Я говорю, ну я тебе верю. Так что вот так вот. Ну, внук у меня еще пока маленький, ему 1,5 годика. Подрастет, наверное, тоже ему будет за дедушку приятно. Посмотрим. Юбилей был у Анны Аркадьевны, и Леня тоже вот там исполнил. Да, у Анны Аркадьевны мы тоже вот Я так... вышли ее поздравить. Это наш директор Дворца пионеров. Это мы вышли втроем поздравить. И я, Валера и наша Зарема Цагараева. И вот мы с Заремой Цагараевой, Анне Аркадьевны, помимо букетов цветов, мы решили ей сыграть хорошую джазовую вещь. Называется «Опавшие листья». Интересно прозвучало. Я знал, что Леня хорошо на трубе играет, но чтобы Да настолько, ладно. ну клянусь, но это было просто... Жарок маленький джигиту у аржона мажинткон табондер. Штырай чешилай, биратая жарынс. Маленький джигит иш я репертуары дигараяк курдячын лапу, так оты ирбегандер. Нуртак ирбек был целый авданзи. Зарум барайдет та ел фон занзи был куцудей вот. Сферосте его зарум байдайдам. Мамин арах сыряйонца. А тебе те бавдес есть кама. Есть семейти курдят. Стойкость твоя и спокойная сила мужская. Слышишь, солдат, ты вернешься с победой, я знаю. Здрефа хуттон дигарай, дом культурама. Мади Игорь Куста, Изеев Игорь. Захат сцена Маратсутэй дигарай. Над дорогой боевой моей в высоте орлуют 2 орла, и один из них ночей черней, у другого белые крыла. Дуанзей размабана элита фейта сек инати интернете. Мамма не финста, манин захта, хайда маленький джигит запись канан. Куйни финстан, уда элита ахе страницама. Не вартай, ма адами зардама кабар фатсудей, эти зарку тразарта. Мчится как терегоной дорогой конь горячий твой. Солнце остыло в небе высоко за твоей спиной. Люди смеются, след удивленно маленький такой. Эй, эй, Колика летит. Эй, эй, дед твой говорит. Скоро ты вырастешь, маленький джигит. Скоро ты вырастешь, маленький джигит. Нахебал дартер косум байдеттан, майбакоттан, хайрдони сколама. Ацибома базубанди коттан. Захат каразарта маленький джигит, ой хатса базонга канма. Пусть за тобою гонится снова 100 ветров земли. Сердце тревоги, звонкие подковы, а снега белый. Знаю тоже, счастье большое ждет тебя вдали. Эй, эй, Колика летит. Эй, эй, дед твой говорит. Скоро ты вырастешь, маленький джигит. Скоро ты вырастешь, маленький джигит. Данон куду? Ирбек. Да сарам бомбира вот. Привет, Ирбек. Ирбек, автограф Тарайсов Фандына. Есть такая возможность. Валера по старшинству. Да? Да. Ирбек, держи, дай Бог тебе всего самого хорошего. Пускай у тебя будет лучше, чем у нас. Успехов тебе. Да Молодец. сарам бомбира. Ты нахожу. Как
Нифига. Молодец. Прекрасно. Ирбек, удачи. Хорошо? Молодец. Хороший у тебя красивый голос. Главное, тембр у тебя есть. Лёня атахт котта оркестры репетицима. Валерий татынгах шишгонай шражы ягыцылар тхорт. Такот ирбеган ног зауты галуан фенын каныныл. Ирбек, сома дағыран гыцылла пукуттан, вот камжарыттан йойдын бавдишу. Сауш мема? Сом. Шабрыгай фахатса каным. Дағыран гыцыл куттан, вадив ярдым, фишта гайдари урбасыттан. Ирбек, дажардама сау жарынна? Ай, молодец. Кашыш сарашут галван, шывалаттан. О, манаям, мидама, басалынс. Сау дажардама? Часик. Да сарамбон, бира, да сарамбон. Забаху, забах. Ясы галван, байгом коттой, авдайсы парамажын. Ансамбль русского танца, Ирон Таймурас Кокаев, Шин Амта и много всяких кружков. Арахор кудыканам на гыцелубунт. Артыка волазыджи, йом садышты на репетиции-то. Моя автомой садыштам ярдом. Машкуе, артечи, биракам дартудыр, гурзидар удыштам, макансертала вартам. А демакши юлдарнал кудыкану фала. Яфта, ясы галван. Хашы Билари Мазаевичи Кабалоевну. Гомку коттой, вот номер басади Билари Мазаевич Кабалоев, Ямауди, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Марбасады, что машарадама тыгфасади. Усы концерт. Мана ясы галуанан Хисавой кушта, Анна Аркадьевна Гучмазова. Дашима двише зажей Филдорфа куштаям. Уиража это дом пионеров, юрдыгай райдыт, та директора и кушама. О, вода уйбарс чифа куштавиша, кунавар штает, уйбарс фа куштает. Моя абондарара хармышын. Аштыры сцена уди, аштыры сцена. Моем лавартам, тынгарах ю. Анташтиоса концерта. Чина синканзани, иштида кунума ямадам кусава. Да концертма. Мевшима, Ертхарта, Мертхарта, Майурбаса деште. Мой забанатта дарнау дифалаю лаугаю каштеште. На каштарта забахай рашудай кутсарой мняфта рашух куджарой мадамы жардата куткалза кануйхсая хамар фараканат. Мана ербеги ахам рашут, жару мажардама тынкфасы. Дай Бог тебе здоровья и творческих успехов. Валерий Гусов, Леня Лазаров. Успехов тебе. Мгм.